Добрый день, уважаемые коллеги, друзья и просто жители города Якутска. Разрешите начать отчет главы городского округа города Якутск Евгения Николаевича Григорьева. К нашей радости он приехал не один, он приехал со своими товарищами, которые, если что, помогут ему ответить на вопросы, которые мы зададим, и он не сможет ответить сам, то мы можем потом каждого вывести отдельно и поговорить. Минут 30-40 будет отчет о результатах работы мэрии на территории города. Вы, как жители города Якутска, слушаете эту информацию. Далее мы говорим о том, что как нам дальше лучше взаимодействовать, о планах нашей совместной работы. В городе Якутске по состоянию на 2022 год проживает уже 372 тысячи человек. Наш город один из самых быстро растущих городов во всей России, а на Дальнем Востоке мы номер один. В целом по городу Якутску у нас 135 национальностей проживает. Все практически национальности представлены, и все мы с вами живем в этом прекрасном городе. В 2022 году 4700 детишек родилось. Значит, здесь хорошо работают меры федеральной поддержки, которые у нас действуют, и также меры республиканской поддержки, которые были приняты в 2020 году, хорошо себя показал. Это в честь столетия нашей республики был принят дополнительный стимулирующая выплата 100 тысяч рублей на каждого рожденного ребенка. Помимо этого, начиная с этого года у нас в республике, в городе Якутске действует возможность реализовать свое право в деньгах. Если у вас есть право на многодетное, как многодетная семья, получить землю, но вам это не актуально, вы уже получили землю, сами построились, там, купили, различные варианты могут быть, то сегодня вы можете написать заявление на портале электронной Якутия и получить 200 тысяч рублей от государства как компенсация за то, что вы не получили земельный участок или нет у вас такого желания сейчас оформлять земельный участок, ждать. Перед вами слайд, на котором показана динамика за последние 4 года. Основная доля привлеченных средств и инвестированных в город Якутск у нас идет по отрасли образования. Культура 17 миллионов, жилье 5 миллионов. Хорошая новость, все мы были приятно обрадованы. В ноябре 2022 года президент нашей страны подписал указ о присвоении нашему городу звания, почетного звания город трудовой доблести. Я поздравляю всех вас с этим. Мы живем в Якутске, в городе трудовой доблести. Оценен трудовой подвиг предыдущих поколений, поколения наших дедов, прадедов. Люди своим трудом внесли колоссальный вклад в общую победу 1945 года. Отчет хороший, прекрасный, и видно ваша работа, что в разы лучше, чем предыдущие были мэры, хотя и они тоже много хорошего сделали. Я хочу сказать, что прямо перейду к делу. Нами, казаками, Якутский казачий полк создан, начиная с 2014 года, 5-й казачий отряд, который бывает на Украине. Поэтому мы обращаемся, казаки, к вам. Выберите, пожалуйста, время, примите нас, потому что мы в ближайшее время уходим. Это первое. Второе. Я проживаю 42 года в рабочем районе пригородного округа, улицы Речников, улица Зорги. Вот много лет я обращаюсь во многие инстанции. У нас нет на улице Речников никакой дороги. Весной, когда там ходят тяжеловесные машины, там колею разбивают по пояс, и не только детям не пройти, но и старики там не могут пройти. Вот у нас вокруг Якутска все деревни, все пригороды, все газифицировано. А мы на Грессе живем как в гетто. Воды летом нету, дорог нету и газа нету. По Грессу в этом году мы заходим на Бабушкина, улице Речников и Зорги, стоят 26 году. Мы в 25 году стоят у улицы Речников и Зорги. Против в следующем году, 24 год. Мы асфальтовое покрытие, правильно? У нас Речников, Зорги будет асфальтирован в 2024 году. В этом году мы закончим улицу Бабушкина.
мы параллельно не можем сделать, полностью заблокируем движение. Поэтому 24 год сделаем. По газоснабжению это получается у нас промышленное, да? Да, промышленное. И улица Речников. Ну, и по данному объекту у меня информации нет. Единственное, что могу сказать, у нас в этом году запланирована актуализация схемы газоснабжения, где мы должны все мероприятия включить. Да? В том числе мы посмотрим именно ваш адрес, да? Есть ли он в планах, допустим, Сахарнефтегаза и Министерства промышленности. Это у нас главные функционеры по газоснабжению. Мы, например, живем по Соколявскому шоссе, от медцентра до Грильского тракта, значит, там сколько, 10-11 километров, да, Соколявское шоссе включается. Там всего один автобус ходит, да, двойка. Ну и семерка ходит до Цепапихи. Там очень много молодых семей, очень много пенсионеров. Может быть, нам перенять опыт, я где-то читал, смотрел, по-моему, по WhatsApp или по телевидению. В Москве есть такой сервис транспортных услуг в Московской области. Называется он «Нам по пути». Ну, типа маршрутное такси или что-то типа этого. Но как можно вот решить, может, в будущем решить эту проблему? Пригородные маршруты, 11 маршрутов, они полностью работают за счет работы ЛИПАКа, муниципального предприятия. Ездят по регулируемому тарифу, значит, и оказывают услугу по пригородному направлению. Город Якутск. В городе Якутске у нас 19 маршрутов. В этом году появился 19 маршрут. Из них 18 это субъекты малого и среднего предпринимательства. Каждый маршрут это отдельное предприятие, отдельная ООшка. Внутри этой ООшки доходит до того, что каждый автобус это отдельная ИП, отдельная ООО. Вот сегодня у наших предпринимателей, я вообще вот сразу скажу, что я очень сильно благодарен предпринимателям, которые занимаются перевозками. Они 30 лет занимались этим в городе, и если бы не они, вообще бы не было системы общественного транспорта. Ни рубля с государства не берут. Единственное, чем помогает, это кредитование на покупку техники. Маршруты, перевозку в установленное время автобус должен доехать с точки А до точки Б. И даже если он будет пустой, ему будет оплачено с городского бюджета. А оплата людей, которые идут в автобусах, они должны идти в горбюджет. Для этого надо, чтобы формировалась культура оплаты безналом. Безналом больше платим, мы видим эти платежи, заключаем договор нетто или брутто контракт с перевозчиком, и все его платежи идут в городской бюджет, он заключает с городом муниципальный контракт на перевозку. Опоздал на остановку, мы видим по спутнику через ГЛОНАСС штраф. Не выполнил маршрут, штраф. Тогда у предпринимателя нету вот этой вот особенности, которую мы сейчас видим, но она продиктована условиями договора. Вы видели, как автобус перед остановкой обгоняет другой автобус? Чтобы быстрее приехать, больше людей посадить. Или стоит, ждет, когда больше людей зайдет, а при этом там где-то люди ждут. Вот это, к сожалению, сегодня форма договора такая. В 2023 году мы меняем эти договора. У нас, значит, 71-72 квартал в городе почти без школы. Ну, то есть там две школы, Сахакарийская школа и 7-я школа. А эти оба квартала просто как грибы растут, дома, население растет, переезжает в основном молодежь, дети растут, нужны детские сады, то есть нужен вот этот комплекс. Нужны детские сады, нужны школы. И я хочу еще попросить о Сахакарийской школе, которую мы открывали в 1994 году. С каким трудом мы открывали эту школу. Здание школы очень маленькое, было рассчитано на 90 мест. В настоящее время больше 500 там занимается. Сделали только настройку 3-го этажа. И, конечно же, эта школа является мостиком между Якутией и Кореей. И я думаю, что надо сохранить, потому что там традиции Саха, Кореи, русские традиции сохраняются. И нам надо как-то помочь, значит, может быть, какой-то пристрой сделать. Или, ну, как бы по школе мне хочется, чтобы помогли. И
иногда слышит, что надо закрыть эту школу. Я думаю, что этой речи не должно быть, потому что традиции мы должны сохранить, язык мы должны знать. И эта школа создавалась с целью подготовить профессиональных переводчиков. Поэтому надо как-то помочь. Вот у меня большой вопрос. Спасибо за вопрос. 51 школа в городе Якутске. Проектная мощность чуть больше 24 тысяч мест по проекту. По факту 50 с лишним тысяч детей учатся. Более 50 тысяч. Более чем в 2 раза перегружено все школы города. Все абсолютно. Некоторые почти в 3. Это огромный дисбаланс. И вот поэтому наше особое внимание на отрасль образования. Мы прекрасно понимаем, если мы сегодня детей плохо учим, а они во взрослой жизни плохо работают. Соответственно, город начнет скатываться вниз. Этого нельзя допустить. И Сахакарейская школа, безусловно, мы не будем закрывать. Зачем закрывать работу в школе, которой уже больше 20 лет, да? Почти 30 лет уже школе, да? 30 лет школе, да? Такого не будет. И по школе в 71-72 квартале у нас там единственная возможность сейчас остается Короленко 19 дворы, там стоит пустырь. В этом пустыре у нас запланировано строительство детского сада. Под школу, к сожалению, пока земельных участков там нет. Вот мы будем строить недалеко, пристроить 29-й школу. Большое здание построим 29-й школе. Пока так. Спасибо. Меня интересует и присутствующих, и всех жителей горожан Якутска проект ремонта, финиш проспекта Ленина. Дай Бог, чтобы он все-таки завершится. Значит, по проспекту Ленина. В этом году у нас проводится работа создания ЛОРПа до улицы Хабарова. Сейчас идет работа по замене слабонесущих грунтов, где у нас уже отсутствует мерзлота и кучение грунта пошло. То же самое начнем буквально со следующей недели в сторону Залога. Перекроем тот пост, который с Красноярова идет в сторону Колоковского. Будем перекрывать движение. Значит, извиняюсь и сразу приношу извинения и прошу отнестись с пониманием, без этого никак. Надо менять слабонесущие грунты. Это будет оба конца сделаны в течение этого строительного сезона. Замена инженерных сетей, подводящих сетей, которые под проспектом. К сожалению, по самому проспекту, по верхнему слою у нас случилась следующая ситуация. Мы привезли щебенку с Алдана. Она, значит, по текстуре своей крепче, чем щебенка, которая идет с Мохсоголовского карьера. Значит, и для того, чтобы верхний слой был крепче. Значит, во время укладки верхнего слоя использовалась эта щебенка и уложили верхний слой. Значит, на момент укладки все соответствовало требуемым ГОСТам. Коэффициент уплотнения, значит, и по сжатию все соответствовало. Сейчас по ряду мест на проспекте обнаружили выкрашивание верхнего слоя, поэтому уже провели технический совет, значит, в конце года, как только обнаружили, и в рамках претензионной работы у нас генеральный подрядчик, компания Дорстрой, своими силами гарантийно устранит полностью в верхнем слое те замечания, которые намечены. Поэтому, значит, мы приносим извинения от имени всей городской администрации, что на проспекте Ленина, в той части, которая была отремонтирована, мы местами будем перекрывать и менять верхний слой за счет гарантийных обязательств. Здравствуйте. Благодарим за отчет 2022 года. Очень хорошие перспективы мы видели. Мы тоже мусульмане хотели свои участки не понять. Вот где мечеть и рядом дом, там свободное место есть. Если вот это место на мечети дали бы, мы вот туда парк сделали и зеленение, еще покрасивее был бы этот город. И второй вопрос по поводу национальный проект. Больше 10 лет мы с национальным проектом, у нас 35 общественных организаций, из них 18, если я не ошибаюсь, заявление подали. Это заявление до сих пор никак не решено. В старом городе сказали, и вот сказали еще радиоцентры, больше 10 лет сетями.
Я понял. Является деревня, национальная деревня, да. По поводу этого тоже посмотрели бы. Огромное спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо за желание участвовать в благоустройстве. У нас вот этот земельный участок, у него какой режим? Получается, за жилым домом напротив мечети, где сейчас напротив того, где школа строится, правильно? Да. Вы по благоустройству, да? И рядом двухэтажный дом. Понял. То есть, вот у нас улица Пирогова, с правой стороны между девятиэтажкой и... Да, там территория МКД или отключена? Нет, там не ограниченная территория, там под сквер, в принципе, можно... Давайте под сквер отдадим. Отдадим под сквер вам, пожалуйста. Спасибо большое, если готовы благоустроить. Молодцы. Вы все знаете, что в этом году прошли Дни Татарстана, и основные мероприятия прошли в городе Якутске, столице нашей республики. От имени нашего культурного центра я хотел бы выразить слова благодарности за всестороннюю поддержку, помощь. Но у нас есть два вопроса к вам. Первый вопрос, очень наболевший для нас, это татарское кладбище. Старинное татарское кладбище, которое, к сожалению, находится на содержании нашей общественной организации практически. У нас такая просьба к вам, чтобы выделили ставку смотрителей этого кладбища и учли это в бюджете. Это вот первый вопрос. А второй вопрос. Все вы знаете, у татар есть национальный праздник Сабантуй, и мы хотели бы, чтобы его включили в культурное мероприятие города как социально значимое мероприятие и дали нам разрешение проводить его в городском парке. Спасибо. Ритуал у нас занимается содержанием городских кладбищ, протокольно нужно включить, и тогда отправление на следующей неделе проведите совещание, пригласите население и всесторонне на место надо выехать, посмотреть. Там, по-моему, пожар, да, сгорело. Надо поехать посмотреть, принять решение. Действительно нужно по системам нормально разобраться с ритуалом. Это поручение. Второе, значит, по Сабантуй. Почему именно парк, почему не стадион там, или как-то? Стадион, почему в парке? Мы можем привлекать туда людей, горожан столицы, да, потому что Густаты далеко туда не вижу, имеется в виду. А в парке, когда мы можем привлекать всех горожан, показать свою культуру и традиции татарского народа. Это, в принципе, интересная и нужная практика, да, у нас с этой точки зрения мы сделаем следующим образом. Мы учтем все подходы, и тогда, Мирюлья Николаевна, поставьте, пожалуйста, совещание с учетом всех необходимых условий ваших. Там же можно из Татарстана приглашать гостей. И, по-моему, Сабантуй проходит во всех концах нашей планеты. Правильно? Абсолютно верно. Да. Несмотря ни на что, везде по-моему, поэтому не будем делать исключения на этот способ. Да. Спасибо. СМВД, Погудену ходит дорогу. У нас в городе проживает около 4000 бурятских семей, и из них 25% именно, как называют, сахагуры. Сахагуры, сахабурятские семьи. И сейчас внутренний туризм начали ездить на Байкал, посещать источники, термальные источники, изучать буддизм. Очень много семей появилось вот, якутских, бурятских, вот даже есть диаспоры в Агинском бурятском национальном округе, откуда я родом, Читинской области, Иркутской области и в самой Бурятии. И наши семьи посещают этот знаменитый праздник Исрек. И мы хотели попросить Тюгюрге место для проведения этого праздника Исрек совместно с бурятскими якутскими семьями. Их несколько сотен у нас якутских. Просим вас место и место для наших замечательной кухни, бус, торговую точку, место на Исреке, где мы можем выехать и открыть бурятскую кухню. Но самое главное это Тюгюрге. Хорошо. У нас земельный участок в Тюгюрге выдаются по заявлению. Нужно написать заявление на имя руководителя ДИЗО. Напишите, мы отработаем выделим. По продаже питания, поскольку у нас выходит на сайте информация, нужно просто приехать, подать заявку. У нас двери всем открыты. У нас вообще будем рады
если будете продавать вузы, пожалуйста. Вузы, мы хотим. Да, и ну, здесь тогда кто у нас из предпринимательства никого нету, да? Ну вот у нас предпринимательство, департамент предпринимательства вместе с управлением культуры отрабатывает спокойно, протокольно включим. Ну там главное, чтобы у вас предприниматель был оформлен правильно. Да. Все бумаги соответствуют. Пожалуйста. Уважаемый Евгений Николаевич, дорогие мои коллеги, сегодня именно здесь собрались люди, которые хотят город сделать лучше. И в этом плане мы уже 2 года работаем, так как наш дом дружбы народов находится в центре города, и облагораживаем. И здесь вот ребята мои покажут, какая была лестница. Это нашему дому уже 43 года, и он практически претерпел только один капитальный ремонт. А красота летом, особенно это наши цветы, наша зелень, да? В этом плане мы работаем только в тех средствах, которые не предусмотрены даже, да? А мы сами вот собираем, нам помогает наше НКО, приобретение рассады и так далее. А все остальное это наши руки и наша фантазия, чтобы сделать наш двор, ну, образно говоря, нашу большую площадку очень комфортной для наших горожан. Но он находится в окружении всех дорог. Слева, справа, прямо, да, и нас как бы все дороги объезжают, и нет хорошей площадки, жители, да и просто горожане, подъезжая на наши мероприятия, они вот смотрят, что дороги все разбиты, которые находятся за нашим домом дружбы народа. Вот в этом плане нам бы очень хотелось, чтобы было небольшое внимание. В каждом большом российском городе есть улицы, есть скверы. А в нашем городе есть площадь дружбы народов, она просто, так скажем, без привязки к зданию театра оперы и балета в народе называется дружба народов. Да? И мы бы очень хотели, чтобы вот сквер, который рядышком находится, сквер имени Карла Маркса, коммунисты вряд ли дадут переименовать, но, по крайней мере, этот сквер находится иногда в удручающем положении, потому что никто за ним особо не смотрит. Мы частенько выходим, потому что каждый четверг у нас проходит там мероприятие. Вот хотелось, чтобы у нас в городе появилась либо улица, либо сквер дружбы народа. Ну и как завершение я бы хотела вам передать вот ряд наших писем. Вот, как раз то, что я озвучила. И вас пригласить 26 числа у нас будет Вологодский среди нас, очень хороший проект, и вы, так скажем, потомок большого этого рода, пришли к нам и вместе с нами присутствовали и сказали свое слово. Вот. И учредили специальный приз от имени окружной администрации.